Здравствуйте, это новости телекомпании Тува-24 в студии Мадар Сандан. По поручению в Рио главы Тувы в Туране в короткий срок заменили теплосети и приобрели новые котлы для котельной. Напомним, эти задачи были поставлены Владиславом Хавалыгом перед местной администрацией и Минтопэнерго в ходе проверки готовности Пихемского Кажона к отопительному периоду. Оперативно решить проблему удалось благодаря федеральной субсидии в 1,5 миллиарда рублей, полученной республикой по ходатайству в Рио главы Тувы. Подробности и материалы Айданы Хавалык. Из-за ветхости котельной и сетей прошлой зимой в системе теплоснабжения Турана произошло 4 прорыва. Без тепла остались 2 многоквартирных дома. Основная проблема – отсутствие водоподготовки и жесткая вода, из-за чего теплосети забиваются отложениями. Накипь не дает горячей воде полноценно циркулировать по трубам, поэтому старые котлы выходят из строя. Мы находимся в центральной котельной номер 1 города Турана, который обслуживает МУП «Тепловик». 27 августа сюда привезли 2 новых котла для обеспечения теплом многоквартирные дома, социальные объекты и организации города. По поручению Владислава Хавалыга на оперативное решение проблемы и обеспечение качественного отопления домов, социальных объектов было выделено 15 миллионов рублей. Средства направили на замену теплосетей и ремонт всей отопительной системы Турана. Сейчас в городе проложена новая теплотрасса протяженностью 2,5 километра. Также приобретены современные котлы производства Барнаульского котельного завода. В 2019 году, когда пришел, тут были старого образца котлы, они все бежали, и, то есть постоянно была сырость, мокрота. Мы приняли решение, поменяли все 4 данные котла. Котлы пришли буквально вчера, сегодня начали уже установку данных котлов. Сегодня-завтра мы уже, я думаю, установим. В ближайшие дни мы котлы запитаем. После установки 2 новых котлов и после установки, еще раз говорю, водоподготовки, я думаю, этой проблемы у нас уже не будет. То есть котлы будут работать. По окончанию отопительного сезона засыпается химией, промывается под давлением, и, соответственно, котлы будут уже, должны, по крайней мере, служить верой и правдой. По словам директора котельной Алексея Мясникова, за весь сезон расход в 2 котельных составляет 2500 тонн угля. В центральной котельной Турана работают 8 машинистов. Трудятся посменно сутки через трое по 2 человека. С аналогичными котлами машинисты и инженеры уже работали. При необходимости они проходят обучение. Александр Чульдум в этой котельной работает с 2006 года. Больше 10 лет был кочегаром. Последние 2 года работает в должности слесаря. Как я слесарем работать начал, все, почти все старые ветхие трубы все заменили на новые. Сейчас-то везде краны все держат. Если что случится, можно закрыть и спокойненько работать. Эти котлы, в принципе, так-то нормальные, просто они бесколосниковые, понимаете. Чистить приходится, потому что колосников-то нет. Сверху, где топка, вычищать приходится. Колосниковая топка удобного обслуживания. Зола сыпается через колосниковую решетку в зольную камеру, откуда ее можно убирать, не открывая дверцу топки. Но подовая печь с верхним горением позволяет добиться более чистого выброса из дымохода. Верхнее горение на сегодняшний день считается во многих европейских странах наиболее правильным и экологичным способом сжигания топлива. Айдана Хавалык, Владимир Сюртук, Узелсарык Сарен, Тува-24. 3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в Беслане. Тогда во время теракта погибло несколько сотен человек, большинство из которых были дети. К этой дате приурочены различные мероприятия по укреплению межнациональных отношений и противодействию терроризму. Сегодня Тува торжественно встретила борца вольного стиля, призера Олимпиады Артаса Сана. Напомним, наш земляк, выступающий за сборную Казахстана по вольной борьбе, стал бронзовым призером Олимпиады в Токио. Передает Даян Дальтюрюн. Олимпийская бронзовая медаль Артаса Сана – это символ исполнения его детской мечты. Для тувинского народа это символ гордости за сына своей родины. В аэропорту города Кызыла его тепло встретили земляки. Оркестр играл композиции, взывающие к гордому духу тувинского народа, а люди махали флагами республики. Призовое место на Олимпийских играх всегда дается спортсмену тяжело. Однако борец Артас Сана проливал пот и кровь на матах японских Олимпийских игр, полностью сосредоточившись на предстоящих схватках. Во время награждения я особо ничего не чувствовал. Друзья звонили, все спрашивают, как ощущения. Я говорю, не знаю, ничего не ощущаю. И вот как в Алмату прилетел, как в Актобе прилетел, там народ уже как встречать начали. И тогда я уже понял, что
стал призером Олимпийских игр. Сейчас вы привезли олимпийскую медаль на родную землю. Какие у вас ощущения? Ну, я очень рад, что приехал в своем малом родине, привез первый олимпийский медаль. Это моя мечта была привезти именно в своем родном Туве, чтобы привезти, открыть дверь, чтобы для молодым, чтобы как-то мотивация была, чтобы в дальнейшем, чтобы для них, чтобы в дальнейшем перспективе была. Нет сомнений, что вся Тува следила за достижениями Артаса. Для него самого же это была детская мечта, которую он упорно шел до победного конца. Во многом это достижение его тренеров, работавших с ним в детстве, и родных, поддержавших его устремления. Да, у него всегда с детства было желание стать олимпийским чемпионом. Он начал бороться еще в школе, в 4 классе. Так, трудом и упорством стал большим спортсменом. Своей мечты так и достиг на Олимпиаде. Привез медаль. Мы всегда верили в его мечту. Мы знали, что наш сын сможет это сделать. Его победа очень удачно пришлась на очень важный год для Тувы – год столетия Тувинской Народной Республики. Чтобы почтить эту дату, он приехал к памятнику основоположника тувинской государственности Монгуша Буяна Бадыргы, чтобы возложить цветы. Следующим пунктом его пути стал памятник Кангаролу Андару, человеку, который сыграл важнейшую роль в популяризации тувинского горлового пения по всему миру. Кроме того, Кангарол Борисович, так же как и Буян Бадыргы, это земляки Артаса, родом из Чадана. Визит Артаса в спортивный зал «Херел» был обязательным. Спортсмен провел в зале множество своих тренировок. Его тепло встретили старые товарищи, которые тренировались здесь, на этих матах, вместе с ним. Помочь Артасу с его маршрутом вызвались волонтеры в интересных футболках. В честь приезда Артаса Сана сделали интересное новшество. На футболках есть, можно, пожалуйста, покажите здесь штрих-код, QR-код, отсканировав который, появятся интересные кадры. Не могли бы вы продемонстрировать? Сейчас я продемонстрирую. Футболки с интерактивными принтами – идеей агентства по делам молодежи, которое было открыто в этом году. Они проводят розыгрыш 3 таких футболок у себя в социальных сетях. Личность Артаса Сана сегодня стала важным символом для южных спортсменов. Его достижение – это важный аргумент, чтобы не сдаваться на своем спортивном пути. Для меня ностальгия. Артас Сана – спортсмен, начавший свой путь в городе Чадане, Республики Тува. Недавно он выступил на международных олимпийских играх в Токио, и останавливаться далее он не намерен. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Ангар Оржак, Тува-24. Летние каникулы подошли к концу. Для большинства семей с детьми наступает особая пора – начало учебного года. Нужно приобрести школьные принадлежности, одежду, желательно хорошего качества и недорого, а это задача не из легких. О приятных и ответственных семейных хлопотах перед школой расскажет Инна Клоян. Наша съемочная группа посетила многодетную семью, которая, как и все, готовится к новому учебному году. К тому же у семьи Иргит долгожданное событие. Теперь дети будут ходить в новую 18-ю школу, которую построили на ЛДО. Вот уже последний день лета, начинается новый учебный год. Обучение будет очным, а это значит, что всем нужна и форма, в том числе спортивная, и рюкзаки, и канцелярские принадлежности. Старшая Агана Кенден в этом году перешла в 8 класс. Для нее подготовка к школе – дело привычное. Но каждый раз она старается сделать это как можно лучше. Я 4 года училась в селе, и сейчас я буду учиться в новой школе. Все, что надо было, мы купили. Подготовка ребенка к школе – это не только деньги, но и время. Перед 1 сентября обязательно составляется список покупок. Иначе можно пропустить какую-нибудь важную мелочь. С каждым годом собрать ребенка в школу становится все сложнее. Мирана Иргит – мать 3 детей. Из них 2 девочки в этом году пойдут в школу. К новому учебному году мы готовились больше месяца.
Помаленьку закупились, все первое необходимое у нас есть. На двоих детей у нас вышло больше 20 тысяч, и еще осталось некоторые вещи докупить. Школьная форма, обувь, одежда, учебники, канцелярия, ранцы и сумки. Сейчас в Кызыле можно купить практически все за сходную цену, были бы деньги. Мы поинтересовались у жителей столицы их мнением по поводу грядущего 1 сентября. Все ли успели, что планировали, что не думают по поводу доступности школьных принадлежностей. Скажите, пожалуйста, как у вас проходит подготовка к школе? Ой, все нормально. Вы все успели закупить? Некоторые купим, некоторые у нас старенькие есть. А помимо канцелярии, допустим, школьная форма? Ну, все купили. Хорошо проходит подготовка. Укомплектованы, все хорошо. Хорошо. Все успели закупить? Да. Заканчивается уже. Подготовка заканчивается. Все уже мы готовы. По финансам. То есть это получается, мы на форму мы потратили порядка 1500 рублей, потому что у нас с прошлого года еще осталась форма. И на канцелярию где-то 1500 у нас вышло тоже. В общем, к учебному году вы готовы? К учебному году мы готовы. Мы уже приготовились. Скажите, вот сколько средств уходит, чтобы собрать ребенка? Если канцелярию взять, да, у нас вышло 3000 канцелярия только. А по вещам, ну, что-то с прошлого года осталось, что-то нынче просто докупали. Дети сами готовы? Да, конечно, готовы полностью, одеты. Инна Клоян, Буян Мангуш, Мирона Иргит, Тува 24. В Кызыле завершают строительство 3-го многоквартирного дома для детей-сирот на улице Иркутская. Напомним, возведение дома ранее было приостановлено из-за нехватки средств. 4 августа этого года по поручению главы Тувы и благодаря дополнительной федеральной поддержке появилась возможность возобновить строительство. Алденкыс Буян продолжит тему. Из 1,5 миллиарда федеральных субсидий Минстрою Тувы передано 354 миллиона. Из них более 80 направлено на завершение строительства многоквартирных домов для детей-сирот. Вопрос квадратных метров для детей-сирот наконец сдвинулся с мертвой точки. Так, строительная компания ООО «Прогресс» начали стройку по улице Иркутская. На завершение строительства конкретно этого дома из федерального бюджета выделено 70 миллионов рублей. Здание было построено до 2-го этажа. Новый подрядчик за неделю успел возвести еще один этаж. В настоящий момент по данному контракту проплачен аванс в размере 30%, 18,5 миллионов. Работы в настоящий момент ведутся. На объекте работает 12 человек. В общем, по строительно-монтажным работам предусмотрено порядка 48 миллионов. И с внутренними инженерными сетями это водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение и все остальные коммуникации. Всего в этом трехэтажном доме для детей-сирот будет подготовлено 24 двухкомнатные квартиры и 24 однокомнатные. В списке получателей бесплатного социального жилья 48 человек. 3-й этаж закроем, потом уже будет утеплять будем, потом уже после утепления перекрытий 3-го этажа будет кровельные работы. После кровельных работ будет внутренние работы. В настоящее время идет монтаж электромонтажной работы. После электромонтажных работ мы приступим к отделочным работам. После отделочных работ будет чистовая отделка, а после чистовой отделки уже сдача объекта. 2 точно таких же многоквартирных дома для детей-сирот, строительство которых практически завершено, планируют сдать в октябре этого года. А этот дом по Иркутской номер 2 будет заселен ближе к маю следующего. Алденкыс Буян, Чайхан Донгак, Азамат Очур, Тува 24. В столице республики завершено строительство статуи Будды Шакьямуни. Сейчас она находится на горе Даге. 3 основные части статуи соединены, и остается самое главное – установка на постамент. О том, как и когда это будет сделано, расскажет Айрасат.
Финансовые трудности, пандемия коронавируса и другие факторы стали препятствием для окончания работ в срок. Однако сегодня уже можно говорить о том, что строительство и установка статуи на финишной прямой. Остались мелкие штрихи. Напомню, что статуя Будды состоит из 3 частей, которые сейчас после транспортировки на гору Дёге уже соединены. Дело остается за малым – покрасить место стыков золотистой краской и установить на постамент, где еще продолжаются сварочные работы. Как сообщает Буян-Башкы, в установке на постамент возможно, поможет военный вертолет. К счастью, много добрых людей. Есть предложение попросить военный вертолет, который поднимает 30 тонн. А наша вот эта статуя, она 7 тонн всего. Но также есть у нас бизнесмены, крупные бизнесмены, которые имеют хорошие краны, которые могут поднять там до 30 метров, до 30 тонн. И, естественно, мы с ними поговорили, они с удовольствием, с радостью обещали нам помочь. В начале сентября мы поднимем статую Будду на постамент. На горе Дёге каждый день работают до 5 человек. Помогать в этом благом деле приходят и неравнодушные люди. Помогают, чем могут. То обедом накормят, то руками помогут. Как сообщают сами рабочие, помощь никогда не бывает лишней. Краска хангалтында хоёулаа ажиллаж байна. Юуш гижимда резүп залаштра бир сваршик бар. Амэндам хангалтна нарам бижларлер натипет промзнила. Бригадирийн өртөндө чомдгоо хөвсгэп айтартаа адраар хатгамнаар боо рофварда база ханам то десан тэдэн старгэргэш мта хангалтна завчичи залажгаа авах баар. Яагаш Скадалстар мөргүжиг эвтрэр програмын ам жадырхавчлаа индустрид уже улсек прогресс програмгаш идэгэлээ бүх кисибэрдэ амда нэгрэв уже чудвэр лейвэргэн докторлоо анягас кан чуд үргэлж менежмент эвтрэр ган жадыжак шуппус эвтрэр мэтлэр хандаза. Как говорят верующие, установка статуи Будды для жителей Тувы – это долгожданное событие. Я думаю, что событие значимое, долгожданное, да, действительно, потому что очень долго люди надеялись, что наконец-то на этой горе будет какой-то памятник, какой-то монумент. Ведь для тувинского народа это считается священная гора, и каждый год сюда поднимаются люди. Çeydişkin boptrar çübederge anya göskenlerge dağıldı. Çelle şarjın çüdüleviz ayı ile uda burgaga çüdüp çörür boğanızdan çelle danıştın. Biske en ulu örüşkü деп. Внутри статуи будут заложены священные книги, мантры, тексты с молитвами и другие буддийские атрибуты. Мы будем внутри закладывать священные предметы. Внутри статуи она пустая, полая. Там будет сутры, мантры, буддийские тексты полностью. Внизу постамента там 2 отсека. В одном отсеке должно быть подношение от верующих, от людей. Там могут быть это благовония, различные травы, потом различные зерновые культуры, золото, серебро, сухофрукты, белая еда, ну, естественно, сухая белая еда, сухое молоко там. И такие подношения должны закладываться от человека, от семьи или от районов, от поселка, вот так. Об этом я буду хорошо напишу, объясню, пока торопиться не надо. На вершине горы можно заметить мусор, который, к сожалению, иногда оставляют люди. Буян-Башкы призывает всех жителей столицы, а в особенности верующих, делать подношения правильно и не вредить природе. Подношения можно и нужно делать объектам, святым объектам,
этом нашим святым местам, природе, земле. Это надо. Но это нужно делать аккуратно, чисто, без мусора. И там потом, например, молоко принесли, побрызгали, вот эту упаковку с собой взяли, и хорошо. Если там это печенье или булочки, мучные изделия, они сами разлагаются, это нормально. Но конфеты, там, обертка, вот эти тоже, конечно, нужно обертку снимать. И много не надо, мало сделали, и все, хватит, нормально. 9-метровую Будду установят на 12-метровый постамент. Таким образом, общая высота составит 21 метр. Своим присутствием Будда Шакьямуни будет благословлять всех жителей республики. Айраса, Владимир Сюртов, Миран Иргит, Тува-24. На территории станции Тайга спасатели ведут поиски 3 грибников, потерявшихся 29 августа. Поиском привлечены спасатели, опергруппа управления МЧС, сотрудники полиции, также применяются беспилотные летательные аппараты. Всего задействовано 24 человека личного состава и 4 единицы техники. Спасатели напоминают, что гражданам при походе в лес необходимо надеть яркую одежду, иметь при себе заряженный телефон, компас, нож, спички и запас пищи. Грибникам следует сообщить родственникам и знакомым о том, в какое место они собираются идти и время возвращения. При пропаже людей следует обратиться по телефонам 47136, дать приблизительные координаты нахождения, оставаться на месте и ждать помощи. У меня на этом все. До встречи!